Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Длительные переговоры в Минске завершились соглашением о прекращении огня в Украине и об отводе тяжелой техники. Военный бюджет России многократно превышает украинский. Оценка авторитетного британского аналитического центра. Президент Обама обещает, что операция против исламского государства не станет новой наземной войной. Вначале передаем слово Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Это была ночь надежды. Начатый накануне 16-часовой переговорный марафон нормандской четверки в Минске завершился только сегодня утром. Параллельно в белорусской столице заседала и контактная группа с руководителями так называемых ДНР и ЛНР. С рассветом появился подписанный документ, дающий надежду на мир. Главы 4 стран не подписали ничего. Есть лишь, как сказал Путин, заявление лидеров Франции, Украины, России и Германии, что они поддерживают этот процесс. На том разъехались. Последние сутки за несколько минут в материале Александра Касаткина. По результатам переговоров в Минске, продолжавшихся всю сегодняшнюю ночь, руководители стран нормандской четверки не подписали никаких документов, однако приняли декларацию в поддержку продолжения мирных переговоров. Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе. Трехсторонняя контактная группа все же подписала комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Текст документа состоит из 13 пунктов. Среди договоренностей: прекращение огня с полуночи 15 февраля, отвод тяжелых вооружений, обмен в режиме всех на всех, разоружение незаконных групп, полный контроль Украины границы с Россией. Амнистия и помилование участников, восстановление выплат пенсий и пособий, а также украинской банковской системы, предоставление особого статуса Луганской и Донецкой областям и проведение выборов, общая конституционная реформа Украины. Проблема здесь изначально заключалась в том, что представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии, силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. Можно говорить о том, что Владимир Путин добился того, чего он мог добиться в Минске по максимуму, устроив в последний момент такой демарш своих товарищей из ЛНР, ДНР, так называемых, которые не подписывали предназначенные для подписания документы. Пришлось с ними, так сказать, повозиться. Вся ответственность за любой срыв или непроведение каких-то, неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевиче Порошенко. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И неважно, каким это будет методом, политическим или военным. Однако украинский президент отметил однозначные положительные моменты сегодняшних договоренностей. В документе есть четкое обязательство о выводе всех иностранных войск с территории Украины. Все наемники с территории Украины должны быть выведены в ближайшее время. Скорее всего, и Украина, и наши западные партнеры понимают, что подтверждение Минского соглашения, вот эти вот сегодняшние, вчерашние переговоры, это тактическое решение. Оно не снимает, не дает стратегического ответа на урегулирование российско-украинского конфликта. Один из вопросов, который вызывает недоумение, это почему прекращение огня наступит только через 3 дня. Эти 3 дня ни к чему не приведут, изменений к лучшему не будет. Наоборот, это время, когда фактически закрепляется эскалация этого конфликта. Было бы правильно прекращение огня ввести с сегодняшнего дня, с 00 следующего дня после подписания. Для жителей Донбасса я бы посоветовал, конечно, использовать это время, ближайшие несколько дней и недель, для того, чтобы оттуда уехать на максимально безопасное расстояние. Александр Касаткин, «Настоящее время». Еще один важный итог бессонной Минской ночи. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о договоренности о скором освобождении Надежды Савченко. Украинскую летчицу, напомню, обвиняют в соучастии в убийстве 2 российских журналистов и в незаконном пересечении границы.
На Медни Басманный суд Москвы продлил срок следствия и решил оставить Савченко в матросской тишине до 13 мая. На суде заметно похудевшая после двухмесячной голодовки украинская летчица обратилась к россиянам. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Я первый раз в России, сразу в тюрьме. Я никогда раньше, очень редко общалась именно с русскими людьми. И я получаю от вас письма. Я понимаю, что вы умеете мыслить. У вас действительно есть свое мнение. У вас развернутое воображение. Вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас. Главный вопрос, который все задавали в ожидании итогов встречи четверки, что будет, если вообще не договорятся, если и дальше война. И это при том, что военный бюджет России в 2014 году превысил военный бюджет Украины почти в 20 раз. Украина в прошлом году потратила на вооружение 3 миллиарда 600 миллионов долларов, Россия – 70 миллиардов. Об этом говорится в ежегодном отчете «Военный баланс-2014» Международного института стратегических исследований в Лондоне. Коллеги, подробнее. Планируется, что в этом году Украина увеличит свой военный бюджет до 5,5 миллиардов долларов, а российский составит 83 миллиарда. Численность войск украинской армии приблизительно 121 500 человек. В действующей российской армии 771 тысяча. 1 миллион человек – резерв личного состава украинской армии. В российской армии резервистов в 2 раза больше. На вооружении российской армии почти 50 тысяч единиц тяжелой военной техники. Из них около 20 тысяч танков, 15 тысяч БМП и по меньшей мере 13,5 тысяч БТРов. В украинской армии цифры существенно ниже. 2000 танков, почти 1500 БМП и 626 БТРов. Почти в 10 раз разнится и количество боевых самолетов в России и Украине. Вертолетов в российской армии больше в 5 раз. Украинская армия располагает более чем 300 зенитно-ракетными комплексами, такими как «Бук» и «Стрела-10». В России на вооружении состоит почти 2500 различных ЗРК, в том числе «Буки», «Триумфы» и «Фавориты». Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Минские переговоры – главная тема этого четверга. В Европе вечером подводят итоги, а в Америке в разгар дня дискуссии продолжаются. И прежде чем мы передадим слово коллегам в Вашингтон, несколько любопытных цитат. Ангела Меркель говорит, что не питает иллюзий в связи с итогами переговоров в Минске, предупреждает, для достижения мира в Украине остаются препятствия, передает AFP. Минские договоренности являются абсолютно слабыми. Это уже слова президента Литвы Дали Грибаускайте. Цитата по «Европейской правде». Основная часть решения – контроль за границами, но этот вопрос решен не был. Это означает, граница открыта для прохода любых военных и любого вооружения. И время передавать слово. Наташа. Да, Сергей, администрация Обамы всячески поддерживала эти переговоры в надежде на дипломатическое урегулирование кризиса в Украине. Однако посол США в ООН Саманта Пауэр, она была первым, кто отреагировал на результаты, довольно сдержанно высказалась сегодня утром в отношении результатов вот этой встречи в Минске. Цитата: «Минские соглашения были и в прошлом, но их условия не выполнялись. Так что наша задача сейчас удостовериться, что это не будет просто подписанием мирного соглашения одной рукой и поставкой дополнительных ракет «Земля-воздух» другой, как это выглядело в прошлом». Комментарий американского политолога, директора института Кеннона Мэтью Рожанского. Нет, конечно же, это не соглашение это не как бы железное соглашение, это только политическое. Но все равно я думаю, что пока интересы со всех сторон совпадаются в том смысле, что на стороне ЛНР, ДНР посмотрим в течение будущих 2 дней. Может быть, они стараются захватить больше земли, особенно стратегические пункты, как, например, Дебальцево. Но я абсолютно ожидаю, что до воскресенья давление из Москвы будет абсолютно направлено на то, что это не в их интересе продолжать конфликт, когда угроза, во-первых, вооружения со стороны США там висит во воздухе. Значит, это серьезная угроза, и я думаю, что единственный способ, чтобы выйти из этого положения, это достижение такого же мирного договора.
Поэтому пока я думаю, что прекращение огня будет реальное. Ну, посмотрим через месяц, через 2 месяца, особенно после зимы, уже весной, летом, конечно, значительная возможность есть, что с поддержкой России сепаратисты будут начинать еще раз воевать, особенно если они в каком-то смысле недовольны с переговорами о новой конституции, об автономии, о формате отношений с Киевом. Это всегда будет возможно, но достижение абсолютно важно пока, потому что это будет прекратить налитие крови. Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в среду, что у границы с Украиной стоят 10 российских батальонов. В марте США планируют отправить в Украину собственный батальон, чтобы начать обучение украинских военных. С учетом нового соглашения, имеет ли смысл изменить политику в отношении России, отменить эти планы, ослабить, может быть, экономические санкции? Мнение Матью Рожанского. Формально говоря, санкции только блокируют очень технические, особую группу экономические и политические и человеческие отношения с Россией. Но результат этих санкций был намного широкий. Я думаю, что используя эту разницу между фактическим результатом и санкциями, которые существуют на бумаге, США может уже показывать готовность к ослаблению изоляции России. Я думаю, что это будет абсолютно разумно, и что это совпадает с тем, что американское правительство повторяли бесконечно несколько месяцев назад, что должны быть какие-то определенные выходы для Путина и для России. Если Путин выбрал такой же выход только что, тогда должен быть какой-то ответный шаг от Белого дома. И другой кризис. Президент Обама направил в Конгресс запрос об одобрении использования военной силы для борьбы против исламского государства, в том числе проведения ограниченных сухопутных операций сроком на 3 года. Репортаж Алексея Березина. Президент США Барак Обама направил в Конгресс резолюцию об одобрении использования военной силы для борьбы против исламского государства сроком на 3 года. Президент отметил, что это позволит создать пространство для маневра, который нужен в непредвиденных обстоятельствах. Например, если бы у США оказались требующие реагирования разведданные о встрече лидеров ИГИЛ, и у американских партнеров не было бы возможности до них добраться. В таком случае президент США мог бы задействовать американские спецподразделения. Резолюция, которую мы направили сегодня, не предусматривает отправку наших войск в Ирак и Сирию. Это не разрешение на очередную наземную войну, как в Афганистане и Ираке. Резолюция о применении военной силы должна быть утверждена обеими палатами Конгресса, лидеры которых уже заявили о том, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе всесторонних и подробных слушаний. Эксперты ожидают, что дебаты будут жаркими. В частности, некоторые законодатели уже заявили о том, что считают формулировки резолюции слишком расплывчатыми и опасаются того, что США могут оказаться втянутыми в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке. Дебаты в Сенате начинаются на фоне событий в Йемене, где после закрытия посольства США шиитские повстанцы Хути захватили автотранспорт американской дипмиссии. Вопрос: что объединяет Центральное командование армии США, банк JP Morgan, американскую почту и кинокомпанию Sony Pictures? Ответ: все они в течение последних 9 месяцев стали жертвами хакерских атак. Администрация Обамы объявила о создании нового федерального агентства. Его задача – координация всех действующих подразделений по кибербезопасности, в том числе ФБР и АНБ. Александр Панов продолжит тему. Если хотите, чтобы дело было сделано хорошо, поручите это женщине. Президент Обама, похоже, свято верит в эту поговорку. Джона Бреннана, ушедшего в ЦРУ, сменила Лиза Монако, новый советник по внутренней безопасности и контртерроризму. Эта женщина каждое утро проводит брифинг для президента. Обама шутливо прозвал ее вестницей плохих новостей. А они все чаще связаны с интернетом. С 2009 года число и масштаб хакерских атак в США возросли в 5 раз.
после хакерских атак на сайты федерального правительства, компании Sony Pictures, Home Depot, Target и другие, Белый дом учредил новое правительственное агентство по борьбе с киберугрозами. Кибербезопасность названа приоритетным направлением для администрации Обамы. Президент в пятницу примет участие в саммите по кибербезопасности в Стэнфордском университете в Калифорнии. На нем выступит глава корпорации Apple Тим Кук. Сотни экспертов обсудят, что делать, а кто виноват, правительство уже знает. На государственном уровне киберугрозу представляют как страны со сложными и развитыми хакерскими программами, например, Китай и Россия, так и государства с меньшими техническими возможностями, но зато с желанием нанести как можно больший урон, такие как Иран и Северная Корея. Хакер-нападение на фирму Sony Pictures советница Обамы назвала попыткой ввести цензуру, сорвать показ фильма о северокорейском лидере. Это голливудский фильм «Интервью». В ответ КНДР получила ужесточение американских санкций. Атаки на Америку проводят и негосударственные игроки, наемные хакеры-одиночки, транснациональные преступные картели, анархисты из Anonymous и террористы из сирийской электронной армии и ИГИЛ. Секретное подразделение китайской народно-освободительной армии номер 61398 с 12-этажной штаб-квартирой на улице Даттон-Роуд в Шанхае давно известно американцам. Минюст США недавно выдвинул официальное обвинение 5 китайским офицерам. Однако шансов заполучить их для судебного процесса в штате Пенсильвания практически никаких. Меньше повезло уроженцу Твери Александру Панину, разработчику компьютерного вируса Spy-Eye, поразившего почти 1,5 миллиона компьютеров в США, в том числе оборудование 10 тысяч банков. ФБР арестовало его и алжирского подельника. Панин пошел на сделку, признал вину в американском суде. Ему грозит теперь 30 лет тюрьмы вместо 150. Приговор будет оглашен 5 марта. Новое агентство призвано помочь и правительству, и частному бизнесу. Мы максимально быстро обеспечим пострадавших всей имеющейся информацией по защите их сетей. Будем координировать быстрый и единый ответ правительственных экспертов, в том числе из Министерства внутренней безопасности и ФБР. Мы найдем тех, кто стоит за этим, и привлечем к ответственности. На киберзащиту администрация хочет выделить $14 миллиардов, но здесь нужна поддержка Конгресса. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Время передавать слово коллегам в Праге. Сергей? У нас необычные истории обычных людей. Наш корреспондент отправился в деревню Перелоги. Это недалеко от Твери. Почти половина ее населения – этнические таджики. И вот несколько лет назад деревня буквально вымирала, но после того, как там поселились таджикские семьи, в Перелогах началась новая жизнь. Александр Кулыгин. Петя, открывай! Галина Хренова, староста деревни Перелоги, прекрасно знает, что настоящее имя Пети – Перумшо. Но он сам хочет, чтобы односельчане звали его Петей или Петровичем. И ему приятно, и людям удобно. Пети дома нет, уехал на велосипеде в соседнее село. Во двор выходит его жена, Катя. На самом деле она, конечно, Курбангул. Ничего. А почему вы решили Катей назваться? Перевод по-русски Катя будет. Мы касаемся к ним, и они другой раз касаются. Так, не лезем, не тронь нас, и мы такие будем, правильно? Да. В 90-х крошечные Перелоги таяли на глазах. Умирает старик, умирает дом. А домов-то тут всего и есть 30. Как раз в те времена в потерявшейся среди болот и полей деревне появился первый чужестранец – дед Назар. В 92-м Назар Хушаков спасался от войны в Афганистане. Потом ненадолго вернулся на родину проверить, жив ли сад с домом. Но сыновья, которые к этому времени уже перебрались в Россию, решили, что жизнь отца с матерью дороже сада. Так Назар и его жена оказались сначала в Твери, а потом и в Перелогах. Первое, что сказали Назару местные жители, здесь жить нельзя, болото. Дед возмутился и решил изменить вековое течение местного ручья. 400 метров дальше она речка была. Я ему закрывал категорически, что сюда не попала вода. Дальнейшим подвигом деда Назара в обустройстве личного пространства селяне уже не удивлялись. Сыновья помогли купить трактор, дед развил бурную сельскохозяйственную деятельность.
Скотину в деревне сегодня держат только таджики. Их русские соседи относятся к этому как к само собой разумеющемуся. Те, кто постарше, сетуют на пошатнувшееся здоровье. Тех, кто помоложе, устраивает статус дачников, наезжающих в перелоги из города. Большинство выходцев из Таджикистана давно получили российское гражданство. Но с некоторых пор поселилась в перелогах смутная тревога. Кризис, эхо войны на Украине и ужесточение политики в отношении мигрантов будет в когда-то бежавших от гражданской войны людях прежние страхи. Вдруг снова придется сниматься с места. Не унывает только дед Назар. Тверскую землю он считает второй родиной, но дом с садом в милом сердцу Шаартузе он так и не продал. И пока не собирается. Александр Кулыгин, Тверская область, специально для программы «Настоящее время». Коллеги из США продолжат тему иммигрантов. Украинцы в Америке не остаются равнодушными к событиям на их родине. Вновь слово Вашингтону. Да, Сергей, во время международного фестиваля «Санденс» украинцы в американском штате Юта провели демонстрацию с требованием освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. В самой Юте живут и те, кто бежал из оккупированного Крыма в прошлом году, и те, кто не говорил на украинском уже десятки лет. Репортаж Татьяны Харченко. Крымчанки Евгения Коваленко и ее муж, москвич Алексей Гаврилов, мечтали растить детей у моря в Крыму. Но мечте не суждено было сбыться, паре пришлось бежать. Причиной стало выступление Алексея на митинге против войны и коррупции в Керчи. Провокаторы, собранные для массовки, назвали митинг фашистским. Алексея пригрозили повесить на главной площади, а после расправиться и с его женой. Через неделю ада, я это только так могу назвать, мы лишились сна, мы перестали спать, мы ждали саморасправы, что придут вот эти самые настроенные люди. Было общество «Русское единство» и антимайдан, собственно. Что придут они и будут нас убивать, как они обещали. И просто у нас вся квартира была растыкана дубинками, ножами, стульями, сковородками, чтобы только в случае агрессии дать отпор. При поддержке родных с одной сумкой и несколькими сотнями долларов они отправились в штат Юта. Первое время пришлось бедствовать, но паре помогла иммигрантка из Тернополя. Сейчас Женя и Алексей ждут предоставления им статуса беженцев и с ужасом наблюдают за событиями в Украине. Вот это вот мое мнение по поводу всей ситуации. Вот так должны жить две братские страны, понимаете? Мы муж и жена. Вот так вот. И я не знаю, клевый паспорт, да, вот Украина, Россия. Так должно быть. Дружба народов должна быть, тем более братских. То, что творится сейчас, это абсолютно неправильно. Ситуация на родине сплотила ранее разрозненную общину украинцев в Юте. Так, у Алены и Оксаны Георгию в Одесской области остались мать и отец, а под Песками воюет дядя. Девушки говорят, в какой-то момент они поняли, что больше не могут просто следить за новостями. Теперь они активные участницы общественной организации «Новая Украина», которая собирает и направляет помощь в Украину. Но мы и сами индивидуально отправляем в зону АТО чемоданы со всем, что может понадобиться солдатам. И как члены «Новой Украины» мы помогаем многим госпиталям, отправляем деньги, чтобы они могли покупать лекарства на месте. Кроме того, активисты из Юты помогают американцам понять, что происходит в Украине. Во время кинофестиваля «Санденс» они провели акцию в поддержку пилота Надежды Савченко. Мы хотели показать, что Юта тоже поддерживает украинцев. К акции помощи Украине присоединилась и украинка Анна Медли с мужем Дэном. Анна говорит, что из-за новостей часто плачет, но верит, в Украине наступит мир. Я не помню, кто сказал, что дерево свободы должно окропляться кровью патриотов и тиранов. Украина сейчас платит высокую цену, и мы, украинцы, должны научиться лучшему мировых демократий и сделать нашу страну лучше, чем то, что мы видим вокруг себя. Здесь, в тишине гор, Анна поняла, с тех пор, как она уехала из Украины, страна начала возрождаться. А действия украинцев во время Майдана, волонтерские движения и организованность населения показывают, они становятся все более независимыми даже от самого государства. И хочет это признавать власть или нет, но ей с этим придется считаться. В один день с 4 лидерами стран в Минск прилетел и, можно сказать, лидер музыкального гражданского движения в России. С подробностями наши коллеги в Праге. Так и есть, Наташа. В день саммита «Нормандской четверки» в Минск прибыл музыкант Андрей Макаревич. Концерт проходил в формате общения со зрителями. Песни постоянно сменялись ответами на вопросы. Это хорошая записка первая. Правда, что Путин помирился с вами, и вы летели сегодня в самолете вместе? Ну, во-первых,
Путин со мной не ссорился лично, и я с ним тоже. Во-вторых, он на своем самолете, я на своем. Так совпало, что сегодня приехали вы и приехали к нам госпожа Меркель, Порошенко, Оланд, вас чествует Владимир Путин. Как вы думаете, будут ли подписаны какие-то мирные соглашения? Вы знаете, я очень не люблю гадать на кофейной гуще. Я мечтаю, чтобы эти соглашения не только были подписаны, а чтобы они имели еще и какую-то практическую силу. Я уже очень давно хочу, чтобы это произошло. И поскольку я оптимист, я каждый день на это надеюсь. И осталась надежда последней. По дороге придет, как и прежде. Макаревич говорил про войну в Украине, свободу слова в России, а также рассказал, чем Россия отличается от Беларуси и Европы. Надежда. Вот то, что природу вы сохраняете лучше, чем в России, это действительно так. Я подозреваю, что это у нас такое наследие от крови кочевников, которое нам досталось, а вам не досталось. Я и сам по Гурзуфу гулял, и не раз, юный, пьяный, с друзьями своими. Помню, в море какашки, в стаканах Кавказ. Но что-то забыл в этом Крыме. Только-только зажили спокойно в стране. Вдруг страны показалось мало. И вот теперь я в говне, ты в говне, все в говне. Ну чего тебе, брат, не хватает? Это «Настоящее время», и далее у нас вновь эфир из Вашингтона. Коллеги, продолжайте. Ну, Сергей, мы продолжим тему искусства. Стремление к счастью имеет настолько большое значение, что отцы-основатели Соединенных Штатов упомянули его в Декларации независимости. Причем, видимо, относится это не только к людям. Спросите любого сотрудника зоопарка, вам скажут, что животные тоже нуждаются в обогащении среды, в которой живут. Видимо, особенно если они живут в зоопарке. Чтобы звери были счастливы, вот в Вашингтонском национальном зоопарке, например, используют музыку и живопись. Наш корреспондент встретилась с некоторыми весьма одаренными художниками. Карьера Франсуа как художника началась 2 года назад. Медведь-губач применяет уникальную технику живописи, используя свое дыхание. Сотрудник зоопарка Стейси Табеларио говорит, что хотя это выглядит странно, на самом деле это очень естественное поведение. У них очень большие легкие, и они могут всасывать большой объем воздуха, а затем на том же дыхании выдыхать его. Поэтому мы пользуемся естественным дыхательным процессом. Мы наполняем трубку краской и просим их выдохнуть через нее. Краска распыляется по бумаге, и получаются эти очень интересные картины. В национальном зоопарке можно найти животных-художников всевозможных форм и размеров. Они используют разнообразные техники для создания шедевров нетоксичными красками на водной основе. Многие пользуются лапами и когтями. Этот орангутанг берет в руку кисть, а другие, как эта горилла, очень внимательно выбирают цвета для своих работ. Но, как и люди, не каждое животное хочет рисовать, говорит сотрудник зоопарка Кентон Кернс. Рисование – дело абсолютно добровольное. Если мы видим, что животное не хочет рисовать, мы тут же прекращаем это занятие. Мы предложим другим животным воспользоваться этой возможностью. Табеларио говорит, что 24-летнему Франсуа, кажется, нравится открывать в себе художника. Когда я готовлю материалы для рисования, он подходит, садится рядом и ждет, когда мы будем готовы начинать. И делает так каждый раз. Я слежу за его глазами, и он действительно смотрит, как краска вылетает из трубки и падает на полотно. Музыка также является частью программы обогащения через искусство. Табеларио возглавляет комитет по обогащению условий жизни и обучению животных. Она говорит, что занятия, стимулирующие физическую и мозговую деятельность, являются неотъемлемой частью повседневного ухода. Для этого инструкторы используют самые разные инструменты, от планшетных компьютеров до игрушек. В этой программе есть и другие позитивные аспекты, говорит Кернс. Любое общение между персоналом и животными, за которым они ухаживают, создает некую связь. И мы надеемся, что занятия по обогащению среды обитания укрепляют эту связь. Уникальные работы, созданные животными, пользуются популярностью среди посетителей зоопарка и продаются на благотворительных акциях. На этом наша программа подошла к концу. Сергей, до встречи завтра.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.